Острая фаза очередной волны коронавируса в конце зимы и начале весны 2022 года миновала. Все это время бок о бок с врачами на передовой были студенты-медики. 3902 студента и ординаторы Башкирского государственного медицинского университета работали в поликлиниках, госпиталях, больницах. Глава Башкортостана Ради Хабиров отправляется в клинику БГМУ лично поблагодарить студентов и их руководителей, осмотреть помещение будущего института онкологии, посетить хирургический корпус. Приветствую. Это вот за современную историю здравоохранения у нас был такой первый успешный проект передачи муниципальной больницы в федеральную. Это же медсанчасть 40-го завода была. И когда город начал строиться, соответствующие корпуса были. Вот это вот один из первых корпусов, и он по проекту корпус Ральф Фаридович инфекционный. И мы когда задумали с Максимом Васильевичем, чтобы не закрывать большую терапию под ковид, задумали восстановить обратно инфекционный корпус. По проекту инфекционного корпуса, и он очень хорошо пошел как онкологический корпус по проектным решениям. Вот сейчас я покажу такой, в идеале такой трансформер. Мы здесь что сделали? Мы просто снесли перегородки ненужные. Значит, и поскольку сейчас приоритет у нас, и сегодня мы можем обеспечивать и научное оборудование для совместного использования, для оборудования. Здравствуйте. Вот у нас такой реанимационный полигон в случае ЧС, в случае ковид-инфекции. Вот гражданка Александр Александрович, он как раз у нас заведующий реанимацией, Тюрин Антон Викторович. Все эти люди прошли выездные бригады Ради Фаридовича, и в Узбекистане были, и в Киргизии, и по всей России, от Амура до Владимирской области. Орденоносцы все. А здесь что получается? Планируется реанимация на 12 коек. А, вот здесь вот реанимация сейчас такие большие залы делают. Ага. Это будет лучший мониторинг пациентов и уход. То есть нам не нужно в другие помещения ходить. Все в одном помещении. И, естественно, они будут за ширмами, чтобы не стесняться друг друга. Здесь уже наука, Ради Фаридович. Здесь под Институт онкологии разворачивается в рамках приоритета 20 молекулярная генетика. То есть вот это здание Института онкологии, да? Онкология, Институт онкологии. Двойного назначения. Кафедры будет. Сейчас покажу все. Вот здесь мы планируем 100 коек стационарных и 40 коек планируем амбулаторных. Вот у нас двое заведующих отделения. Вот это вот вторая реанимация, интенсив под ковид, если нужно. То есть здесь 20 коек кислородных, предреанимация такая. А в мирное время здесь 40 коек, больные получили химиотерапию. И если нужно, внизу 2 палатных этажа, отлежались и спокойно, значит, ушли. И поскольку контингент такой, специфические, они же ослабленные все, они не контактируют с больными общесоматическими. Отдельный такой корпус, который как раз вот предназначен для химиотерапии. А в случае ЧС мы здесь разворачиваем полностью вторую реанимацию. Потому что оборудование здесь мы же все получили за счет федеральных средств. Когда завершаете ремонт? Я думаю, к 1 мая уже начнем технологическое оставить. Это тоже реанимация, да? Нет, а это научные, как раз вот преподаватели, ординаторы, профессор сидит, симбиоз. Вот на одном этаже, Ради Фаридович, лечение, наука, и здесь же преподавание. Как раз это в рамках приоритета 2030 НОЦ. А это за какие деньги делаете? Все за счет федеральных денег. Сейчас покажем еще оборудование, какое установили именно для плановой высокотехнологичной специализированной помощи. Ангиограф для выполнения... А раньше здесь поликлиника была, да, или что? Здесь что раньше было, поликлиника? Здесь раньше детское отделение было. Вот как. Здесь у нас будет центр ядерной медицины в рамках приоритета. Мы хотим здесь с Максимом Васильевичем создать новую отрасль. Вот у нас же есть циклотрон, то, что это в онкодиспансере, генератором самим делать для них. В рамках приоритета 2030. Здесь нас поддерживает российский производитель зерен для брахиотерапии. То есть где-то срок реализации проекта 3 года.
И мы тогда обеспечим и себя, и свои потребности уже в таких вот радиоактивных зернах. Борнейтронную терапию собираемся развивать. Это когда, я вот на ангиографе буду говорить, когда мы можем доставить радиационные в определенную точку и теплыми нейтронами облучить, и там внутри организма ядерный взрыв, опухоль погибает. Здорово. И это вот роддом на 2500 родов мы принимаем здесь ежегодно. Вот 6-й роддом, да? А это вот стандартный хирургический корпус. Да, вот это вот как выглядит ЦСО сегодня. Моечные машины стоят, ничего не моется руками, все моется автоматами, везде контроль качества. И вот здесь слева от нас операционный блок, первый роботический. Это вот мы первый робот поставили сюда, но сегодня открываем с вами второй робот. Где-то более 1000, около 2000 операций сделали мы на роботе. Уже, да? Уже. Лучший старт роботического центра в России, американцы сказали. Где-то порядка 25 тысяч больных мы здесь лечим ежегодно. По году, да? По году. Ага. 11-12 тысяч операций оперируются. И общая терапия, значит, еще куча. Большой городок, да, здесь? Да. Ну вот сейчас план, он у нас вот такой. Так. Мы сейчас находимся вот здесь, вот в этом корпусе. Ага. Вот мы как раз здесь стоим. Вот то, что вот тот корпус, который сейчас у нас на проектировании, он, в принципе, уже готов к выведению на торги. Мы планируем здесь вот новый хирургический корпус строить, то, что в указе к юбилею университета Радифовича. Затем планируется институт трансляционной медицины вот на этом пятачке. А вот улица Шафиева. Откуда заезжали? По которой заезжали. Вот наша значит, Девятиэтажка. Вот это девятиэтажка наша, да. Ну, и в этом мы были. Вот она, да. Так, ну это стандартная реанимация. Вот. И вот это на сегодняшний день, Раиф Фаридович, это лучший, вот отсюда картинка лучше видна, лучший ангиограф в России. Привет. Роботизированная ангиографическая установка АРТ-Стена единственная уникальная в России. Она представляет собой высокотехнологичное устройство последнего поколения и позволяет нам проводить сложные оперативные вмешательства при онкологических заболеваниях, сердечно-сосудистой системы и других систем. В том числе можно проводить сложные гибридные оперативные вмешательства. То есть первым этапом мы делаем прокол сосуда, проводим компьютерную томографию с контрастированием, выявляем сосуды, которые питают опухоль, строим по ним дорожную карту и затем их закрываем с целью гемостаза. Затем начинается второй этап операции. Хирургическая бригада проводит операцию по удалению части опухоли, части органа и всегда проводим контроль операции, делаем повторную компьютерную томографию с контрастированием. При этом у нас трубка, она может располагаться справа, с головы от пациента, слева. То есть у нас большой объем и возможность операционного стола. Вот это он запоминает, КТ, МРТ, УЗИ даже больного запоминает и адаптирует ангиографическую картинку к данным до операционного обследования. И дуга может отъехать, сюда подойти бригада. Кардиодиспансера нет такого? Такого нет, это единственное в России. Единственное в России? Это под онкологическую программу. Это не для сердца, это вот этот вот экран намного Здесь больше. На экране представлена печень, это как идет химиомобилизация будет идти. Это больше для такой вот другой хирургии. Для онкологии. Для онкологии. Вот сейчас же огромное количество будет вот людей, которые доживут до своего рака 4-й стадии. Химиотерапия пойдет, много будет больных с метастазами в мозг, с метастазами в легкие. Вот для таргетного лечения, для пункционного лечения этих метастазов. Почему вот мы говорим о том, что с Максимом Васильевичем будем ядерную медицину развивать в республике? Для того, чтобы эти больные дальше продолжали жить. Начинает строить с марта месяца. Они закончили уже, проект закончили, госэкспертизу прошли. Это вот, радиотерапия будет идти в таком формате, вот, активной койки. А здесь мы думаем, что формат такой, как синтез. Вообще, конечно. Спасибо.
Рафаэль, вы на днях провели выездное совещание в строящемся Туймазинском инфекционном госпитале. Сегодня в клинике БГМУ в повестке вновь медицина. Какая цель? Ну, цель развивать медицину. Мы же как себе поставили цель, что мы из пандемии, из этих всех сложного периода выйдем все-таки укрепившись значительно. Здравствуйте. А это... Вот как раз, Ради Фаридович, роботическая система. Профессор Авзалетдинов, как раз руководитель Центра роботической хирургии, Артур Масович. Да. Наш центр уже существует 4 года. За эти 4 года мы выполнили 1650 операций. Это первый в Приволжском федеральном округе, пока единственный в Приволжском округе. Мы, конечно, развиваем роботическую хирургию, выполнили первые в России операции. Это цистектомия, пластика пищевода, и основное, это, конечно, аортокоронарное шунтирование. Вот и мы единственные, кто на этой штуке без разреза, без стереотомии. Вот доктор Долганов, Максим Васильевич нам его перевел из кардиодиспансера. Вот такая у нас здесь смычка. Вот он единственный в России выполняет, Ради Фаридович, эти операции. То есть шунтирование делаете без... Без разреза. Серьезно? Ну, с маленькими разрезами. Сколько сделано уже? Сделано 10 операций. Мы начали в прошлом году. В этом году мы будем увеличивать объемы. То есть там делается небольшой разрез торакотомный до 5 сантиметров. Чтобы завести обратно. Вот. И через... На работающем сердце. На работающем сердце. На работающем сердце. Без остановки. Но успешно прошли операцию? Операции все прошли успешно. Ради Фаридович, вот мы вас просим на новом роботе первую операцию выполнить. Присаживайтесь сюда, вот, Ради Фаридович. Сейчас попробуйте, как удобно работать хирургом. Видите, специальное кресло. Вот сюда вы пальцы. Вот сюда. Так, да? Вот сюда, да? Сюда. Валентин Николаевич, что это за аппарат? Что вы сейчас показываете? Это роботическая система последнего поколения, система да Винчи. Вот. И видите, у нас Ради Фаридович сейчас выполняет первую операцию на этой системе. Вот. Это позволяет оперировать не только без разрезов, но позволяет оперировать все с точностью, превышающей точность и возможностью человеческого организма. Это новая генерация хирургии в целом, новая идеология хирургии. Какие манипуляции сейчас делает Ради Фаритович? Сейчас на экране мы видим, как Ради Фаридович у нас держит нитку левой рукой, левым манипулятором, правым манипулятором, он все верскает. Мы можем, в принципе, дать сертификат, хирургу уже можем дать сертификат. Это вот он выполнил то, что выполняет наш любой ординатор-хирург, когда мы допускаем его к практической деятельности. Да. Вы сейчас в животе или в грудной клетке. Где-то вы... С увеличением многократное. Просто это как прикосновение к таинству какому-то. Да. Ну, я говорю, сертификат хирурга можем дать. Это вот блок, манипулятор вот именно на моделях, но здесь в эту систему уже встроен вот этот блок, он уже блок образовательный. Сюда загружаются для обучения какие-то загружаются стандартные манипуляции, операции, и уже наш ординатор, и даже хирург, и даже маститый хирург, он сюда приходит и тренируется. А это вот новый робот, да? Вот? Это вот новая система роботическая. Новая система. И она, вот мы говорим о цифровизации, она, вот приходит человек, компьютерную томографию цифровую делает, а это цифровая система, которая, это вот цифровизация в медицине. А это только кардиологическая операция или, Нет, в принципе, это любые? все виды. В основном это малый таз, брюшная полость и... Грудная хирургия, легкие. Я каждое утро, Ради Фаридович, начинаю в 8 утра здесь, без 15-8. То есть либо опухоль простаты, рак предстательной железы, либо рак пузыря. Вот это вот то, чем я занимаюсь по утрам. А сейчас идет операция на первом роботе, сейчас мы оперируем. Гинекологи, сосудистые хирурги, аортобифеморальное шунтирование, вот аортокоронарное шунтирование. Все операции Артур Марсович на органах грудной клетки, гинекологи, весь спектр операций в гинекологии. У нас все хирурги... Этот еще делали операцию или еще нет? Делали. Уже делали, да? Уже делали. Мы поставили ее вот это просто как тест-систему, чтобы попробовали. А так здесь сейчас будут операции. Спасибо. Спасибо.
приветствую главу Республики Башкортостан Радия Хабирова. Добрый день, уважаемый Радий Фаридович, уважаемые студенты, профессора, преподаватели, врачи клиники. Сегодня у нас такой большой знаковый день. Для студентов это знаковый день, потому что чуть-чуть каникулы, скоро семестр начнется, Радий Фаридович. А для системы здравоохранения знаковый день, потому что заканчивается новая волна пандемии, 5-я уже волна, и многие студенты наши, всего около 4700 студентов, преподавателей принимали участие в борьбе вот с этой самой такой тяжелой инфекцией 21 века. И, конечно же, многие, не побоюсь этого слова, героически выполняли свой врачебный долг, медицинский долг. И наши студенты, ординаторы у нас не только работали на территории республики, но также продолжали. Вот и в эту волну бригады наши уезжали в Рязанскую область, Карачаево-Черкесию. То есть мы по праву гордимся нашей молодой студенческой сменой, которая должна стать такой опорой здравоохранения республики, страны, всем нашим жителям, гражданам, и не только по теме здравоохранения, но и в медицинской науке, мировой медицинской науке. А университет все для этого, Радий Фаридович, будет делать. Вы поставили задачу, чтобы система здравоохранения была лучшей в Российской Федерации. И значит, уважаемые коллеги, наш университет должен быть с вами лучшим в мире. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники конференции. Добрый день, уважаемые студенты, ординаторы. Добрый день, уважаемые профессора, преподаватели. И я, конечно, с большим удовольствием принимаю участие в вашей конференции. Но самое главное, для чего я к вам сегодня приехал, вот уже не первый раз эти слова повторяю, я приехал только вас поблагодарить. Вот вас всех поблагодарить за ту неоценимую помощь, которую вы оказали нам в очень сложный период. 18 марта исполнится ровно 2 года, как мной был подписан указ о повышенной готовности в связи для борьбы с коронавирусом. То есть вот мы для себя поставили эту дату, это вот по сути вот получается 18 марта будет 2 года тяжелейших испытаний, которые легли на плечи, на ваши плечи, на плечи системы здравоохранения и в целом на всю нашу республику, нашу страну, да и в целом на весь мир. Поэтому я хотел вас действительно очень сильно поблагодарить. Да, мы медицинским университетом очень сильно гордимся. И я поздравляю вас, я поздравляю ректора, профессорский преподавательский состав. Они в этом году в прошлом году ощутимую победу обрели и завоевали. Это в конкурсе «Приоритет 2030». Она сама по себе очень престижна, но плюс еще очень хорошие бюджеты и федеральные деньги придут, которые пойдут на развитие университета. Университет находится в такой фазе очень быстрого развития. Вы видите, каждый практически год появляются новые объекты, новые институты. Вот сейчас мы посмотрели, институт онкологии, который будет создаваться здесь на территории больничного городка. Поэтому очень здорово развивается. И мы для себя тоже, когда коронавирус начался, знаете, все по-разному действуют, а мы для себя сказали, что мы постараемся из коронавируса выйти еще более сильным. Я вам просто могу сказать, что вот когда вы закончите студенческие все события в вашей жизни и пойдете в больницы, поверьте, что во многих случаях вас будет ждать уже хорошая материальная крепкая база. Мы очень много строим, вы, наверное, это видите. Мы очень много строим в Уфе, в крупные медицинские учреждения, кардиоцентр сейчас запускаем, к концу года. Тут же приступили строить детский центр онкологии, гематологии. В прошлом году завершили онкологический диспансер. То есть у нас идет постоянная стройка. Но важно также, что она идет у нас в городах и районах нашей республики. У нас вот на выходе уже 2 поликлиники, а строится 4 поликлиники. Поэтому, я хочу сказать, что мы действительно готовим для вас нормальные условия для работы. Прежде всего, это здания, это поликлиники, больницы. Но мы эти больницы еще оснащаем очень хорошей новой техникой. Я вот в субботу был в Туймазах, мы специально ездили туда. Мы в Туймазах сделали такое
приемку, что ли, завершения строительных работ нашего 3-го инфекционного госпиталя, вот, который как в Зубово, в Стерлитамаке. Уже 20 марта он примет первых пациентов. Там все есть. Компьютерный томограф, эндоскопия, УЗИ, рентген и так далее. Пройдет коронавирус, мы полностью разворачиваем ее, и это будет хорошая, укомплектованная многопрофильная больница для Туймазов и 7 районов. В конце марта мы сдаем в эксплуатацию, соответственно, еще один госпиталь в Сибае. То же самое, такое же оборудование, которое вас тоже ждет и, соответственно, будет работать. Дорогие наши студенты, дорогие друзья, я бы назвал вас даже коллегами, мы с вами вместе приняли участие в очень таком драматический период развития нашей страны, но очень хороший, очень светлый. И мне кажется, вы и детям будете рассказывать, что вот вы еще молодыми совсем выполняли очень важную государственную задачу. Вам огромное-огромное спасибо. Раиф Арич, можно один вопрос задать? Во все время пандемии студенты оказывали помощь старшим товарищам, старшим коллегам. Как вы оцениваете эту работу? Ой, очень высоко оцениваю, потому что, знаете, вот, казалось бы, они молодые люди, но мы на них рассчитывали прям как на серьезный ресурс. Не просто, что какая-то там паллиативная помощь, это был серьезный ресурс, который решал серьезные задачи. Ведь они помогали оформлять медицинские карты, помогали участвовать в обследовании, помогали заполнять медицинские документы, брали мазки на ПЦР. То есть они выполняли очень важные манипуляции, которые ускоряли возможность. Когда, помните, вот, когда первичное звено практически задыхалось, и у нас не хватало ни врачей, ни помещений, вот благодаря им нам удалось вот спокойно пройти. И люди смогли получить помощь. Вот это самое главное. Поэтому, собственно, и цель моя была сегодня прийти, вот персонально их поблагодарить. Раиф Арич, вы ставили задачу, чтобы медицина вышла более сильной из этой истории. Как вы я считаю, что получается, да. Вот сегодня мы будем этот вопрос обсуждать на ВКС. Мы в разы начали больше строить медицинские объекты. В разы, понимаете? Ведь медицина что такое? Медицина – это прежде всего здание, это оборудование. Мы в разы увеличили поставку медицинского оборудования, мы в разы строим здание. Но самое главное, наверное, это тоже неправильно, что врачи сплотились, система здравоохранения испытала мощнейшие удары и выдержала, стала сильнее, увереннее в себе, появились навыки, опыт. И вот это тоже очень важно. Спасибо. Ну что, спасибо. Студенты где и как помогали своим старшим товарищам, коллегам? Ну, во-первых, студенты у нас помогали не только в Уфе, но и во всех практически наших районных и центральных больницах. Работали в первичном звене, работали в колл-центрах, работали в регистратурах. Если первый курс у нас пришел и работал в качестве помощника регистратора, помощника врача, то 4-й, 5-й, 6-й курс это у нас были уже помощники непосредственно врача, который ходил уже непосредственно на прием врачей и оказывали доврачебную первую медицинскую помощь, участвовали в доставке лекарственных препаратов, осмотру пациентов на дому. Медико-профилактические, стоматологические факультеты участвовали в работе колл-центров, наших регистратур. То есть большая продуктивная работа. Они работу и сейчас продолжают, да, ведь? Сейчас у нас заканчивается пандемия, идет снижение, начинается следующий этап их обучения. У нас остаются только работать ординаторы. Валентин Николаевич, вы студентов как-то специально готовили к работе в условиях пандемии? Конечно, готовили, и ряд образовательных программ был именно заточен под работу в новой коронавирусной инфекции, и особенно кафедры инфекционной болезни, кафедры эпидемиологии модифицировали свои программы, а непосредственно перед вот таким вводом в больницу студенты проходили 36-часовые курсы и получали официальный допуск для работы в системе здравоохранения как в первичном звене, как в госпиталях, так и в красных зонах. Потому что около 500 студентов на сегодняшний день это студенты, имеющие опыт уже работы в красных зонах. Справились? Все справились. Все справились. Мы довольны очень студентами. Вот каких-то таких отказов работать или того, чтобы студент покинул рабочее место, такого не было. Мы гордимся своими студентами и уверены, что наша система здравоохранения, она имеет очень большое будущее. Но это опыт. Это, да.